Продолжаем дополнять информационную картину дня. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о темах выпуска. Глава Якутии подписал указы о введении новых ограничительных мер. В основном они касаются детей, общественных заведений и рабочих мест. Самая сложная ситуация с ковид в Якутске и Мегино-Кангаласском районе. Там вакцинация против инфекции будет вестись ежедневно. Музей Ярославского презентовал необычный аудиогид. У якутян появилась возможность прогуляться по старинному Якутску. Глава Якутии Айсен Николаев сегодня подписал указы, в которых введены новые ограничительные меры. Так, при приезде ребенка в другой населенный пункт, например, из Якутска в район, родителям необходимо оповестить об этом местную администрацию. В течение 2 недель ребенок должен находиться под наблюдением. Также в связи с ростом заболеваемости среди детей приостановлена деятельность детских игровых комнат и развлекательных центров до конца мая. Кроме того, до конца месяца закрыты дискотеки, караоке, танцполы. Под запретом выступления артистов и курения кальяна, а банкетные залы работают до 22 часов. На дистанционный режим работы в приоритетном порядке переводят беременных женщин при сроке 22 недели и более. А все работодатели обязаны обеспечить соблюдение масочного режима в административных и производственных помещениях. Более того, все контактные поверхности должны дезинфицироваться каждые 2-4 часа. Медучреждения Якутска и Мегино-Кангаласского района будут проводить вакцинацию против коронавируса ежедневно. Об этом сообщила на брифинге замруководителя оперштаба Якутии Ольга Балабкина. 108 человек заразились коронавирусом за минувшие сутки в регионе, из них в Якутске 64. В Мегино-Кангаласском районе 18 случаев, в Усть-Алданском 6, в Кобяйском 5, в Намском и Чурапчинском районах выявили по 3 случая. В Амгинском, Верхоянском и Горном по 2, в Вилюйском, Аймиконском и Хангаласском районах заболели по 1 человеку. За сутки лаборатории региона провели порядка 3000 исследований на COVID-19. Самая сложная ситуация в Якутске и Мегино-Кангаласском улусе. По информации оперштаба, время работы прививочных пунктов во всех поликлиниках увеличивается с 8 утра до 20:00 по местному времени. Для получения вакцины необходимо иметь паспорт и медицинский полис. На настоящий момент порядка 136 тысяч жителей нашей республики уже получили вакцину, а следовательно, по своему внутреннему состоянию, по своему отношению к здоровью являются защищенными от новой коронавирусной инфекции. В связи с тем, что необходимостью борьбы с новой коронавирусной инфекцией является вакцинация, и учитывая сложившуюся санитарно-эпидемиологическую ситуацию в республике, глава Республики Саха-Якутия обратился в правительство Российской Федерации о выделении дополнительной вакцины на территорию республики, которая поступает в ближайшее время. В связи с чем оперативным штабом под его руководством принято решение приступить к вакцинации и к работе учреждений здравоохранения во все дни, начиная с завтрашнего дня. Завтра все поликлиники города Якутска, Мегино-Кангаласского района будут осуществлять вакцинацию, и я приглашаю сегодня жителей республики всех в воскресный день посвятить именно своему здоровью. 14 природных пожаров действуют на территории 8 районов республики. По данным регионального МЧС, возгорание фиксируют в лесах Верхневилюйского, Намского, Татинского, Нюрбинского, Усть-Алданского, Усть-Майского, Хангаласского и Чурапчинского районов. Общая площадь пройдена огнем 204,5 гектаров. Борьбу с огнем ведут более 350 человек и 35 единиц техники. За сутки локализованы 2 пожара, в том числе 1 крупный на общей площади 59 гектаров в Чурапчинском районе. На территории Татинского, Тампонского и Аймиконского районов введен особый противопожарный режим. По жалобам горожан административная комиссия Якутска начала проверять общественный транспорт на соблюдение санитарных правил. Антисанитария, отсутствие масочного режима и другое стало поводом для беспокойства жителей. Проверки начали с конечных остановок. В ходе наблюдений члены админкомиссии убедились в том, что жалобы возникли не на пустом месте и в соответствии с регламентом составили административные протоколы. За невыполнение требований указа главы региона и оперштаба нарушителей штрафуют на сумму от 1 до 4 тысяч рублей.
Посмотрели 3 автобуса, и во всех этих 3 автобусах пока что, да, видно, что дезинфекция не проводится. В одном автобусе имеется, даже у них журналов нет о том, чтобы проводить дезинфекцию. В одном автобусе есть журнал о проведении дезинфекции, но последняя запись стоит 24 ноября 2020 года. Это говорит о том, что дезинфекция вообще не проводилась практически уже с этого времени. Маршрутные автобусы должны проводить дезинфекцию на каждой остановке. То есть приехали на конечную остановку, провели дезинфекцию и поехали дальше. И так каждый раз. И водитель должен находиться всегда в маске, если присутствуют пассажиры или другие люди. Ледоход на реке Лени достиг Хангаласского улуса. В 5 часов утра лед подошел к селу Исид. Сегодня нижняя кромка наблюдается возле села Эдяй. Тем самым за 7 часов ледоход продвинулся на 69 километров и может достигнуть города Покровска ближайшей ночью. По состоянию на 12 часов дня у села Исид наблюдается густой ледоход. 10 баллов. Протока стоит. Фактический уровень воды составляет 1476 сантиметров. При критической отметке 1992. У села Кытыл-Дюра также наблюдается густой ледоход. У села Идя и лед движется, протока чистая. У села Синск лед стоит. Возле села Чкалов отмечены подвижки льда. Движение ледохода, значит, зависит от погодных условий, во-первых. Если хорошая погода, жаркая, да, то, естественно, она быстрее пройдет. Вот. Ну и по предварительным прогнозам, это, значит, гидрометеорологии республики, 15 число, то есть сегодня. Вот. Поэтому, возможно, сегодня ночью или завтра уже к нам подойдет. Возможно. Покровск. Да, Покровск. Информация у нас, значит, заторов не наблюдается. Но у нас заторные, значит, проблемные места, это значит, это Батамайский перекат, там, да, возможно, там, и Табагинский мыс. Вот, если в 2 местах, если затор будет, то возможно подтопление населенных. Если в Батамайском перекате будет затор, то какие населенные Только Кытыл-Дюра попадает под это дело. Если Табагинский мыс, то Хатачу и Актемцы. И ледоход частями идет, вот, 2 этапа. Но это даже очень хорошо. Надеемся, что пройдет без эксцессов. У нас 9 этих постов. Вот, они все вот наблюдатели докладывают, каждые 4 часа, вроде пока нормально. Во второй половине мая на 12-й фабрике Удачнинского ГОК начнется плановый ремонт. Продлится он 2 месяца, после чего фабрика вновь приступит к работе. В этом году остановить фабрику планируют на меньший срок, чем в предыдущем. На качество работы это не повлияет, уверены обогатители. Традиционно запланирован ремонт конусной дробилки. Он возможен только при полной остановке предприятия. Проведут замену трубопроводов и металлоконструкций. Основные работы планируют вести в дневную смену. У нас не все материалы прибыли по зимнику, но обещают нам ближайшими поставками по воде восполнить недостающие материалы. Надеемся, что все оборудование и материалы прибудут в срок. Инвестиции в креативную экономику. Торгово-производственная компания «Камелек» презентовала свой постоянный павильон в галерее народных художественных промыслов в здании Комдракмеда. Галерея будет постоянно действующей. Фишкой открытия стала презентация глиняной посуды, производством которой компания занялась совсем недавно. Ульяна Шагина подробнее. Валентина Турантаева впервые пробует свои способности на гончарном круге. Признается, идея собственными руками создать посуду из глины витала давно. Теперь предоставилась возможность притворить мечты в реальность. Не знаю, завораживает, что ли. Хочется научиться вообще что-то сделать. Процесс рождения посуды на гончарном круге настолько уникальный и увлекательный, что в современном быстротечном мире ее больше используют как терапию от стрессов. При этом мало кто задумывается о полезных свойствах самой глины, тем более если она местная. То, что вот здесь вот эта пища, там, ну, например, вода, да, стоит там, и через 3 сутки она уже получается другая энергия у нее в воде сохраняется. И та вода, которую мы принимаем, которая здесь сохранялся, да, вот уже начинает оздоравливать. Не лечить, а оздоравливать наш организм. О полезности глины говорят не только ученые, но и рестораторы. Так, к примеру, сегодня якутская посуда может быть не только керамической для красоты, но и активно применяться в ежедневном быту. Когда обычной крышкой закрывают, пар капает, конденсат капает на продукт. А тут такого нету. Пар идет и по стенкам спускается вниз.
Соответственно, конденсат не попадает в продукт. И это совсем другие вкусы, это совсем другая тема. Вообще, если посмотреть, наша культура, она очень же богата. И мы могли бы конкурировать с другими производителями керамической посуды, как посуда для ресторанов, да, для применения в семьях вообще, чтобы мы пользовались в семье именно посудой ручной работы. 15 лет назад в Якутии невозможно было найти ни одной студии керамики. Сегодня это дело в регионе активно развивается, и Камелек взяла на себя задачу по возрождению этого направления, открыв постоянную экспозицию керамики и глины. Кроме того, компания обучает гончарному делу новых специалистов, которые применяют полученные знания в гончарной студии Камелька. Ульяна Шагина, Семен Семенов, Якутск. Прогулка по Якутску 17-18 века. Музей Ярославского презентовал необычный аудиогид, рассказывающий об истории старинного Якутска. Работает он на известной платформе Easy Travel, скачав которую любой желающий сможет прогуляться по старинным столичным улочкам. Чтобы запустить аудиогид, нужно прийти на территорию музея Ярославского. Именно с этой точки, слушая гида и следуя карте, вы познакомитесь с малоизвестной историей раннего Якутска. Прогулка займет 1,5 часа. Это 9 локаций от музея вдоль проспекта Ленина и до Залога. Рассказ ведется от первого лица служилого якутского острога Андрея Новгородова. Вымышленного персонажа озвучил актер Русского театра имени Пушкина Иван Мишагин. Мы как раз старались передать выговор жителя Якутска того времени, потому что в основном в 17-18 веке это были выходцы с русского севера, там из Великого Устюга, из-под Новгорода, и у них такой своеобразный говор был. Мы попытались это тоже воссоздать. Вообще аудиогид, он как бы по территории старинного Якутска, но на современных улицах получается. Как я сказал, ничего от старого города не осталось, но границы города известны того времени. Они проходили примерно от площади Орджоникидзе и территории нашего музея до современного Заложного района. С севера на юг слушатель так город старинный пересекает и слушает, что там было и как люди жили. На этом выпуск подошел к концу. Мы следим за развитием событий. Оставайтесь с нами.